Город Уфа, музей полярников имени Валериана Альбанова. Глава Башкортостана Ради Хабиров и представители туристической сферы региона продолжают обсуждать актуальные вопросы по развитию геопарков в республике. Ради Хабиров и участники совещания уже приняли несколько важных решений по геопарку Янгантау. На очереди вопросы, которые касаются туристической индустрии Ишимбайского, Гафырийского, Стерлитамакского, Мелеузовского районов Башкортостана. Про геопарк Таратау. В его основе развитие туристического центра в селе Воскресенском, благоустройство источников в селе Красноусольском и территория недалеко от башкирских Шихан. Еще из интересного будущего туристического Башкортостана. В планах в Салаватском районе возродить деревню легендарного Салавата Юлаева. Итак, непосредственно Таратау. За это время там мы создали визит-парк, там туалеты есть сейчас, да? Да, есть стоянка машин, так? Временная стоянка есть, так. Сейчас начали уже. Ишимбайский район, кто у нас? Айди Фаридович, добрый день, первый зам Шмгулов. Когда завершите стоянку? Сейчас, учитывая погодные условия, пока в этом году только отсыпка, первый этап этот год, то есть следующий год, май, завершим. Деньги в бюджете предусмотрены? Да, так точно, все отторговались, то есть расширение подъездной дороги и парковка. Пометьте, пожалуйста, в протоколе, коллеги, чтобы мы там все, что обещают, здесь потом мы понимали, что требовать. Значит, в мае, к концу мая там площадка должна быть сделана. Но я вас прошу сделать нормальную площадку. Не просто тяп-ляп асфальт кинули. Чтобы были бордюры, чтобы было освещение, чтобы была разметка нормальная, чтобы была удачный въезд. Она же бесплатная, надеюсь, так ведь? Да, так точно. Бесплатно. Конечно. Сделайте нормально. Услышали меня, да? Есть. Так, значит, визит-центр есть. Вот этот небольшой. А когда вы большой построите, этот маленький визит-центр, он какие функции будет выполнять? Он также будет функционировать, будет, конечно, да. Угу. Хорошо. Что по большому визит-центру? Давайте решим. Какие планы у вас? У нас о дальнейших планах расскажет председатель Совета директоров Московского центра урбанистики Сергей Александрович. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Ради Фаридович, вы совершенно правы. За 3 года проделана огромная работа. У нас на сегодняшний момент зарегистрирован и товарный знак Таратау, который, кстати, коллеги могут использовать кто угодно, включая производителя любой пищевой продукции в республике. Я хочу сказать, что вот мы делали анализ запросов и в социальных сетях, и в поисковиках. Таратау входит в 5 запросов про Башкирию. 14 тысяч запросов на тему Таратау в месяц в 2021 году уже есть. У нас есть скрытая жемчужина, уникальное место. Это, конечно, Красноусольск, центральная здравница Башкортостана, которая, конечно, напрямую входит в проект Таратау. Это я просто обозначаю эту задачу. Это придется тоже делать, и это интересный, может быть, такой центр и медицинского, и восстановительного туризма, который находится фактически на территории геопарка. Вот главный визит-центр, как отправная точка путешествия гостей геопарка, мы планировали в следующем году начать проектировать, через год реализовать уже к получению всех документов от ЮНЕСКО и усиления статуса объекта. Мы посчитали также экономику. Мы надеемся, что этот центр может сам себя окупать и оперативные расходы тоже все свои окупать. То есть экономическую модель мы тоже к этому просчитаем. С учетом того, что у нас, правда, уже есть и образцы сувенирной продукции, все. И тот поток, который мы видим, думаю, что возможно, что это будет некая экономика. Будем ли мы это делать совместно с предпринимателями, которые захотят это делать, либо это будем делать вместе как с учреждением, как геопарк Таратау. Это вопрос дискуссионный, но и это вопрос следующего года. Например, если бы вот эту идею все-таки додумать, например, внешне это как мини-гора смотрится, а внутрь, когда зашел из визит-центра, ты как будто попадаешь в саму гору. И вот это внутри ты видишь, как гора устроена, да? И тогда это людям, наверное, важно понять, что внутри горы, и увидеть это. Это бы было как бы особым привлекающим моментом для визит-центра. А так просто, если в магазин зайти, так бы как бы особой-то нет у него такой нагрузки функциональной.
Ну, отличная идея. Мы же еще проектировать даже не начинали, поэтому я думаю, что давайте возьмем за основу вашу идею и начнем вокруг нее выстраивать. Мне важно, где вот вы планируете визит-центр? Прямо у подножия горы, да? Да, вот подножие горы Таратау. В этом месте мы предполагаем строительство капитального визит-центра. Вот это зеленое пятно. При близости от парковки. В конце лета, это касается и Янгантау, и Таратау, мы приедем, и мы хотим увидеть завершенные работы. Поэтому сейчас для управляющей компании Таратау самое главное – дисциплина и организованное проведение торгов и всех конкурсных процедур. На этом всегда все застревают. По визит-центру решили, он действительно нужен и так далее. Второе. Значит, когда будет готова лестница? Когда будет готова лестница? Может кто-то сказать? Позвольте, да. У нас готов проект по экотропе лестницы. Мы бы хотели с вами согласовать архитектурные решения. Лестница получилась действительно безопасная и с минимальной нагрузкой на природу, то есть на 500 квадратных метров лестницы у нас площадь опор составляет всего 5 квадратных метров. Часть элементов лестницы унифицирована, будет подготовлена по технологии префаб, то есть все элементы могут быть изготовлены в зимний период на заводе. Таким образом, у нас не останавливается деятельность на зимнее время по изготовлению экотропы. Лестница одна, основная, по восточному склону. Вот. А тропы две, а вторая просто. А вторая с маркировкой, с информационными стендами, с укреплением склона. И плюс вокруг горы у нас есть малая кольцевая тропа, которая идет по карьерному уступу, и большая кольцевая конная тропа. А вот эта тропа, она будет деревянными досками или просто дорога будет? Большая кольцевая, просто грунтовая дорога, но, возможно, с отсевом с укреплением. А по карьерному уступу, да, необходимо будет предусмотреть тоже конструкции, но, скорее всего, там пандусы и, может быть, небольшое количество ступеней лестниц. Хотелось бы еще добавить по поводу безопасности и использования для маломобильных групп населения. Мы спроектировали лестницу первого этапа. Она подходит к категориям МГН-1, МГН-3, то есть все категории маломобильных групп, кроме колясочников, а колясочники, соответственно, по 4-му этапу экотропы, по Большому кольцевому смогут двигаться. То есть, итак, мы решили важный вопрос для всех, чтобы все понимали. Лестницу надо завершить в сентябре, как вы говорите. В протоколе пометьте, пожалуйста, что нам коллеги говорят, в сентябре лестницу завершат. Там единственное, Наталья, я что прошу, вот там предусмотрено, я об этом, по-моему, говорил, когда лестница идет, чтобы там были сразу такие вот такими же перилами отгороженные места, где можно поставить скамейки. Пожилые люди поднимаются, чтобы они этап прошли, сели и отдохнули там. Это предусмотрено? Да, конечно. Да, вот они даже помечены, даже с зонтиками. Вот да. Отдохнули, посмотрели, полюбовались, позагорали. Да, я вижу вот так вот их несколько. Отлично, тогда вот это должно быть. Теперь вот по Таратау, какие дальше у нас идеи? Мы каким-то образом, смотрите, два варианта существует. Там дикие хождения все равно есть, но они, наверное, не так часто. Я к чему говорю? Можно было бы территорию вокруг Таратау вбить вот эти деревянные какие-то столбы, чтобы там нет, и так канатными такими сделать, ну и сказать, что чтобы там не лазили где попало, а лазили только в тех тропах, которые мы установим. Не думали об этом? Безусловно, и система навигации нам будет в этом помогать, и маркированный маршрут, и указатели направлений по маршрутам мы уже сейчас реализовали на гору, чтобы по активному опасному склону люди не взбирались. Просто смотрите, там надо подумать, к моменту сейчас этого не надо делать, люди справедливо скажут, вы сперва дайте нам условия, но когда мы сделаем условия, у нас маршруты подъема будет, вполне возможно, нам нужно будет и законодательные меры принять, чтобы запретить людям лазить где попало там, потому что это объект уже особый становится, особенно если наши там международные дела признания будет, вплоть до там наказаний и штрафов, если там где-то лазит. Мы людям даем возможность, поднимись либо по этой... У нас 2 тропы будет подъема наверх, правильно, да, Анталия? Да.
Отлично. Все, тогда, значит, по лестнице понятно. Итак, идемте, коллеги, дальше. Итак, на следующий год у нас проектирование, начало строительства большого визит-центра, раз. Второе – это завершение лестницы первой, да, и там дальнейшее развитие вот этих троп, о которых вы говорите. Сколько там юрт сейчас? 5. 5. А что в этих юртах сейчас там? Там эко-отель расположен и кафе. Эко-отель и кафе. А туалет-то нормальный как-то там делаете, нет? На территории эко-отеля у них есть туалет уличный, ну, тоже хорошего качества сделанный. И возле нашего визит-центра некапитального очень хороший санитарно-технический узел. С А душевыми есть какие-то кабинами. планы, вот, чтобы там еще юрты поставить или что-то, или как-то? Если смотреть наши рамки благоустройства, то у нас будет 6 юрт. Ну, 5 6 юрт на это ваших юрт предприниматель. увидим. Да, Итак, 2 юрты будут гостевые, правильно, да? да. Одна юрта будет лекторий, так? Сувенирная лавка. Сувенир-лавка, этнографический музей и кафе. Эти юрты, объясните мне, они зимой будут работать? И зимой будут. А как там система отапливаться будет? Ну, о системе отопления Наталья, наверное, лучше расскажет. Наталья, как там, кстати, по инженерии, что у вас там происходит? Мы Воду работаем- туда завели? Воду подвели, спасибо Ишимбайскому району, всем, кто участвовал. По отоплению мы этот вопрос решаем с ГУП «Агидель». Там газ есть, электричество, или чем эти юрты будут? Электричество, пока Электричество. Электричество. Газ там далеко, Ишимбай? Газ там далеко? Газ Фурман Бешкадайки, почти около 2 километров. Сколько километров? Около 2. Около 2, да? Но электричество, я так понимаю, там есть и так далее. А вот эти туалеты, там шамбо или что? пойдет. Шамбо. Шамбо, то есть отрабатываете все нормально? Да, конечно. Прям как положено сделать нормальное шамбо, там никогда не будет у нас очистных, и не надо. То есть вот это отрабатывается. В перспективе вот все, что около подножия, больше ничего мы не будем. Вот, Наталья, можете сказать? Вот, итак, я просто, как я понял, там юрты будет, там стоянка будет, туалеты, 2 визит-центра, и все, больше ничего у нас там не предполагается около подножия Таратау. Площадка для мероприятий и детская площадка. Детская площадка, площадка для мероприятий. Отлично. Так, и больше ничего, так? Мы считаем, Нет. что дальше должен развивать бизнес, да, на уровне геопарка этого достаточно, вполне, чтобы принимать гостей. Я думаю, да, Таратау вы не перегружайте, потому что у нас же геопарк, он большой, у нас есть территории, где-то родник, где-то озеро, где-то ипподром небольшой, там, где-то пасека. Наталья Михайловна, Минкультуры. Да, Радик Харитович. Надо подумать здесь, это с Таратау вместе посоветуйтесь, с экологами посоветуйтесь. Мне вот эта идея очень нравится, все-таки Таратау как-то так сложилась, объединяющая точка для людей. И вот помните, мы проводили там большой сабантуй, эти картины на горе. Да, была проекция на гору. Я, в принципе, вот думал, что сделать ежегодно, там собирать и проводить. Вы сделайте нам предложение. Потому что вот это для меня идея, установить там сцену можно было бы, да? Уже постоянную сделать сцену. Стационарную. И там проводить, как я говорю, регулярно в ночи симфонический оркестр играет, да, концерты идут. Я ни на чем не настаиваю, потому что здесь, с одной стороны, вроде и хочется людей собирать, и люди туда с удовольствием приезжают. С другой стороны, тогда всю гору перетоптали. Но тогда нам в этот раз, если мы проводим, гору мы отцепляем, и кто хочет подняться, только по лесенке. При регулировании там волонтерами, что там определенную группу вверх пустили, чтобы там толпы, не дай бог, не случилось на лестнице. Тут там много нюансов есть. Посмотрите, ладно, это вот поручение Министерства культуры представить предложение на следующее заседание ПОП-совета, представить предложение по событийной части. У нас же там еще пруды есть, озера, там что там? Воскресенская. Воскресенская разве попадает у нас санаторий, вот Энгар, попадает, да? Да, Попадает. Больше того, мы подготовили заявку в прошлом году и выиграли грант Минстроя 50 миллионов рублей на благоустройство, которое начнется. И, соответственно, это тоже очень интересный проект. Понятно, что на него нет денег, это памятник федерального значения, но это такой интересный объект. Я думаю, что, может быть, пытаться привлекать и федеральные деньги, и разговаривать с Минкультом, и со всеми, с кем возможно. Это может быть еще один большой интересный проект.
Милюс, там проект этот осуществляется, у нас уже в работе, мы в этом году завершаем по историческим поселениям. Ну, как благоустройство. Да. Первое, Рустем Наильевич, значит, мы очень переживаем, что вы срываете сроки строительства Воскресенского. Что у вас там происходит? Фарич, у нас 70% есть, мы сейчас заявку на федеральные деньги делаем, тариф сегодня отвезли, постараемся подтянуться. Так, в принципе, все в работе, материал есть, люди работают. Там, смотрите, во-первых, не подведите. У нас в первую очередь мы что там? Мы благоустраиваем территорию вокруг завода, правильно же, да? Да, сейчас. Да, Ради Фаритович, если позволите, мы считаем, что одним благоустройством это очень важный шаг, безусловно, но туристическую Мекку одним благоустройством не сделать, а точка притяжения действительно очень важна. И сейчас объект культурного наследия разрушается, он даже не законсервирован. Мы предлагаем создать модель многофункционального культурного центра на базе медиплавильного Воскресенского завода, так как это уникальный промышленный памятник действительно России и Южного Урала XVIII века. Прошу рассмотреть возможность выделить средства на создание как раз модели развития этого многофункционального культурного центра. В ходе разработки модели станет ясно, по какому из пути нам следовать. Поэтапная реставрация комплекса с приданием новой функции, либо консервация основного здания завода и создание в прилегающих. Я там был. Вот смотрите, давайте. Я там хорошо понимаю, о чем речь идет. Я там был, все излазил. Там есть 3 точки, которые нужно нам вкладываться. Первое, художественную школу. Там, Рустем Наильевич, я там определенное поручение давал. Там что-то двигается или нет? Оно через Министерство культуры, Ради Фарич, все проходит. Это филиал... Хорошо. Сейчас, секундочку. Наталья Михайловна, что это там? Это филиал Нестеровского музея, Ради Фарич, там у нас. Так, не, подождите, вы на друг друга не перекидывайте. Я давал поручение, значит, меня директор просил помочь там по ремонту и так далее. Что-то делается в этой части или нет? По ремонту сейчас нет. Нет. Хорошо. На следующее заседание попечительского совета полный доклад Министерства культуры, что вы собираетесь делать с этим музеем. Так? Музей сам по себе уникальный. Так, дальше, следующий элемент. Это, в принципе, по Таратау доклад окончен, но тоже, Ради Фарич, с вами посоветоваться. Сейчас же республика набрала такой темп по выигрыванию вот этих конкурсов Минстроя. Может быть, на следующий год сосредоточиться на тех малых поселках и городах, которые идут вдоль трассы Уфа-Оренбург, потому что это же будет главная автомобильная трасса Оренбург-Уфа. Сергей Александрович, в принципе, мы уже это делаем. Стрельтамак на пути. Там мы делаем в рамках конкурса набережную, уже делаем. И Ишимбай, вы сами знаете, мы делаем, и второй этап подаемся. И в деревне Скворчиха там ишимбайцы, вы готовы? Нет подавать на следующий год по Скворчихе? Верхотор, Ради Фарич. Верхотору, да? Значит, по Верхотору мы подаем. Там храм и тоже завод, кстати. Лукашина, Наталья, вы знаете, нет Верхотора? Да, конечно, да. Там чуть меньше завод, чем Воскресенский. Вы не сказали ничего. Вот смотрите, там же у нас природные объекты есть еще в Вингантау. Там пруд какой-то есть, там есть, где пасека будет, вот, чтобы люди могли. Этнодеревня, где это все есть или нет? Мы же это разговаривали. Планы развития у нас, безусловно, есть. Да, мы основные точки сейчас старались подсветить, которые раньше либо не обсуждали, либо не успели уделить им должное внимание в прошлом году. Ради Фаритович, можно добавить? Да, пожалуйста. Извиняюсь. В рамках благоустройства территории у нас были проведены археологические обследования территории, и буквально 22 октября мне археологи сообщили, что обнаружено древнее поселение, селище, название сейчас Таратау-3, предположительно 2000 лет. А где, в каком месте? Это северо-восточное подножие горы в лесу. А какие-то артефакты нашли, нет? Там нашли остатки посуды глиняной и кости животных. Ну хорошо, вот видите, так мы потихонечку много сами будем и учиться, и много нового узнавать.
С ЮНЕСКО работаем, да, по номинационному досье, по всему наследию, что там у нас? Да, Радифович, Андрей Геннадьевич, Рустам Хамидович, еще раз добрый день. По номинационному досье все в порядке, мы ожидаем экспертов в следующем году. Большое внимание эксперты уделяют инфраструктуре, я еще раз подчеркну, партнерство геопарков, но есть существенный блок по именно науке, которую мы своими силами не можем осилить. Это буквально полстраницы текста, выдающейся уникальной ценности. Мы уже советовались, и к нам приезжал эксперт из Всемирного фонда природного наследия Буторин в июне месяце. Мы направляли нашу заявку и в комиссию предварительно, и фонд сказали, что все в порядке, подойдет, можно переводить, но вот эту вот выдающуюся уникальную ценность нам нужно дополнить. Большая просьба дать поручение соответствующее коллегам нашим из научного сообщества с выделением средств. Я тогда министру образования дадим поручение, чтобы он организовал у нас министра образования, науки и так далее. Значит, у нас, чтобы подвести итоги по Таратау, из объектов материальных, то есть из того, что мы называем якоря, это лестница, это визит-центр, который мы уже хотим получить проект экспертной документации и, возможно, начало строительства. Так, ну это 6 там... юрт. 6 юрт. Юрты. Да, 6 юрт, то, что вы говорили. Парковка, соответственно, благоустройство, детская игровая, это там получается. А вот вы говорили про визит-центры в Гумерово, визит-центр в Макарово, да? Это что? Ну, то есть вы тоже планируете и так далее. Визит-центры такие же будут, да, вот то, что... Ну, будет вот как не капитальный центр сейчас есть, немного поменьше будет размером. Как Таратау сейчас, да? Да, примерно 60 квадратов. Угу. Теперь смотрите, что я попрошу. У нас программа вот этого долголетия, Эльмира, мы там с ветеранами договорились. Зимой-то вы будете работать? Но зимой туда, наверное, лазить не надо, там скользко. Нет, мы зимой работали, и в прошлом году программу «Башкирское долголетие» мы вывозили. Да, но она у нас закончена. Нет, вот мы договаривались. Давайте, это важный вопрос. Мы на встрече с ветеранами договорились. Сколько мы там денег должны были добавить на это? Мы должны были добавить количество человек, 10 тысяч участников. Так, сколько это денег нужно? По деньгам у нас получилось на одного 2000 рублей, плюсом еще там расходы по проживанию, где-то порядка 20 миллионов рублей. Значит, Рустам Хамидович, прям в обязательном порядке это должно быть сделано вот буквально вот в этот. И в протокол, пожалуйста, потому что, это уже по нему уже поручение так-то есть, но давайте продублируем. Вы, пожалуйста, вот как только деньги приходят, быстро начинайте туда там уфимцев возить и так далее. Там, Фадиль Фаисович, а дорогу-то мы сделали то, о чем говорили там? Радио, дорогу до конца не сделали, еще 1,7 километров асфальта осталось. Вам большое спасибо за поддержку, очень много сделано. Мы дорогу сделали напрямую сейчас Ташасты, Кабарды, через лес дорогу сделали. Уже население есть, уже получается, то есть на реке уже не ездят, а напрямую ездят уже. А потом Карагая, да, Имандашева сделали. Кусочек асфальта остался, 1,7 дорогу ДХ. Когда они обещают сделать эту дорогу? На будущий год обещали все. Все обещают, то есть не надо мне вмешиваться. Вы сами тогда проконтролируйте, если там что-то там сбой идет, надо делать. Переговорил, все они обещали, сделают, сказали. Виктор Михайлович. Ранит добрый день, да, Жуков здесь. В этом году по УДХ сделано 3 километра, осталось 1,7, они включены в план будущего года, они будут сделаны. Когда вдруг поедете в Северосток, проедьте по дорогам, посмотрите горизонты планирования, что вот Караван-Сарай, Салават, Ере, Мечлинский разрез, все ли там у нас нормально с дорогами, чтобы нам планировать, потому что там поток будет увеличиваться, ладно? Рафаэль, если брать по Салаватскому району, то что Мечетлинский разрез в этом году были заасфальтированы улицы по деревне Мечетлы, по Тикеево там проектируется, зашли в экспертизу по дороге. По пещере Салатулаева мы тоже там уже до деревни дошли асфальтом. По Караван-Сараю там, конечно, будут вопросы, потому что эта дорога не общего пользования будет, Райфарис. Тут надо посмотреть, как. Мы можем именно подъезд существующий. Найдите решение, вы сможете. Теперь Ишимбайский район. Скажите, пожалуйста, дорога через Макарово до Куккараука и до пещеры тоже она называлась в свое время Салат-Вилаева. Там асфальт бросили или там до сих пор этот щебенка? Там асфальта нет, Радифович. До Макарова есть, дальше нет. После Макарова там ничего так и не сдвинулось, да? Да.
Рафаэль, эта дорога у нас старая дорога. Сейчас мы построили новую дорогу. Это уже старая дорога, она уже, как сказать, она уже, можно сказать... А через Кукараука она никак не проходит, да? Сейчас по новой дороге ездит же туда. Новая дорога проходит. Новая дорога. Потом я сам проеду, там посмотрю. Тогда я сам проеду, посмотрю, разберусь там, какие лучшие решения могут быть. Хорошо. Коллеги, есть какие-то вопросы по Таратау? Нету. Хорошо. Значит, подытожим тогда. Ну что, первое, я, конечно, хотел поблагодарить всех участников и всех представителей и Янгантау, и Таратау, потому что я прекрасно понимаю, что в условиях, когда было ограниченное финансирование, тем не менее, вы выполнили очень важную часть, сделали юридический, организационный, скажем так, предпринимательский каркас документально. Теперь наша задача переходить уже к решениям и созданию материальных объектов. Мы с вами договорились конкретно по объектам, которые мы надеемся, что вы отпроектируете и, подчеркиваю, может быть, даже начнете реализовывать. Следующее заседание попсовета мы проведем либо конец августа, либо в сентябре. Сергей Александрович, огромное вам спасибо тоже, что вы нас сопровождаете в этом нелегком пути создания уникальных объектов. Вот. Спасибо большое вам, Ради Фаридович, на самом деле всей команде, потому что все помогают, и мы работаем, правда, как одна команда. Дай бог, чтобы было. Потом еще я бы что попросил руководителя, Рустам Хамидович, это вам нужно сорганизовать территории Янгантау и Таратау, если там есть какая-то, у нас же Апимондия еще. Да. Надо посмотреть, как привязать к Апимондии, если там есть какой-то готовый объект, там было бы неплохо, да? Артур Мираш, если бы вы аналогичную историю, как в Иглинском районе этот предприниматель сделали бы там бортническую пасеку, было бы здорово, красиво. Там мы готовы, вы мне прям на меня говорите, если надо, я Ишимбайский район попрошу, и земли выделим, и посмотрите, где это можно сделать, если это заработает. Ну, коллеги, так завершая, я во что верю? Я верю в то, что если мы создадим якоря, тогда якоря потянут людей. А когда люди уже будет, там уже проходимость, там уже и бизнес подтянется. Логика наших действий такова. Ну и завершая, Андрей Геннадьевич, мы с вами обсуждали, я прошу вас подумать о второй очереди развития и Красноусольского, и Янгантау. Если мы сейчас концепцию утвердим, начнем потихонечку проектировать, лет на 5-6 работы нам всем там хватит. Коллеги, всем огромное спасибо. Наверх быстренько поднимемся. Рафаэль, а ведь оживает музей Альбанова такой интересной жизнью уже с точки зрения науки, с точки зрения развития республики. Видите, я говорю, очень маленький музей, но как-то так удалось его насытить. И тут и дети, тут и наука. Мы здесь проводим попсовет по Янгантау, по нашим геопаркам. Здесь я провожу заседание Российского географического общества. Поэтому мы оживляем его, конечно. Вам нравится? Очень. Здравствуйте. Мы приобрели книги Альбанова. А, серьезно? Да, на юг, на землю Франца Иосифа, потому что люди спрашивают, да, и приглашают гостей для того, чтобы были подарочные наборы, которые дают память об Альбанове. Дарят. Здесь у нас... Да, здесь у нас кают-компания. Мастер-классы проходят. Дети мастер-классы проходят. Да, сегодня экскурсия будет, тоже дети придут. То есть здесь никогда не пустует. Серьезно, да? Да. Школа будет у нас со следующей недели, школа начнется. Ну да, как они с каникул выйдут, у вас по графику. Да, по графику. Ну, составляем. Желание есть, хотят приходить? Желание есть, но боятся люди. В смысле, коронавирус пока. Да, но я имею в виду, а потом... А так желание есть, конечно. Люди скучают. Сам лагерь будет, то есть не просто люди будут, а мы как лагерь несколько смен здесь будем проводить. Рафаэль, а помните ваше поручение по поводу якоря? Ну, дети ходят так, да. чтобы покрутить, это же им здорово. Памятное фото всегда. Любимый. Московские наши коллеги, которые занимаются поисками предметов Святой Анны, они тоже готовят предметы для передачи. Евгений Ферштер, Владимир Мельник ведут переписку, то есть с ними тоже связь постоянная, как будет возможность,
то или сами в Москву поедем. Ну вот у нас еще экспедиция же будет, вот мы там ездим. Поисковую работу сотрудники ведут, потому что люди приходят. Собрали, нам подарило здесь. А, уже, да? Вот смотрите. Постоянно мы на мероприятия, то есть они к нам приходят. Вот день ВМФ здесь был, то есть они все приходили, здесь праздновали. Мы им экскурсию организовали. Чагадай вот был недавно тоже. То есть мы здесь для детей проводили, то есть Чагадаева звали сейчас, Зиганшина, то есть, ну, таких известных путешественников зовем. Вот Набиева позвали, он обещает в январе к нам прийти, как раз рассказать, как он покорял. Да, кстати, да. Да, вот он тоже говорил, что придет, ждем его. Кинотеатр тоже здесь показываем, вот недавно фильмы показывали. По приглашению сына Геннадия Семеновича, Александра, Тимур Лугизович съездил в Мурманск. Вот я уже говорила, да, вступили в членство в ассоциацию полярников Мурманского. А вот с этим питерским музеем связь поддерживаете, нет? С Марией Васильевной поддерживаем связь. К ней надо вам поехать. Хорошо. Во-первых, поехать с какой? Может быть, какую-то экспозицию они нам сюда дадут, чтобы вы выставились. Ну и, может быть, они поделятся какими-то фондами. Говорили о выставочном проекте Мишалкина? Да, смотрите, вот это. Хорошо, обязательно, спасибо. Фредович, мы ведь тоже были на заседании попечительского совета, и, оказывается, столько проектов у нас по развитию геопарка в Республике Башкортостан. Да, ну вот, знаете, мы, это же быстро не делается, но мы планируем на года вперед, но подчеркиваю, что уже количество людей в геопарке, посещающих геопарк Янгантау и Таратау, уже увеличивается. Спасибо, до свидания. Вот, поэтому сейчас нам строить, до свидания, материальные объекты нужны, визит-центры всевозможные, обязательно развивать туризм, придорожный сервис нужно развивать. Там все это вместе мы делаем. И вот мы решение приняли. Самое главное, что вот сегодня мы четко определили, какие объекты должны начать уже строиться. Самое главное, что бюджет позволяет нам уже профинансировать эти объекты на 2022 год. Поэтому я думаю, что следующая встреча по заседанию Попсовета будет уже в конце лета, и мы проведем его либо в Янгантау, либо в Таратау, и там уже воочию вот уже будет представлено еще больше материальных объектов, которые будут якорями притяжения людей. Вы каждой детали внимательны. Лестница, например, вы спросили, а будут ли там остановки для людей? Ну, это, естественно, нормальная работа, в этом нет ничего такого. Спасибо. Спасибо.